В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к жителям оккупированных территорий в эфире Пятого канала и заверил, что Украина работает над их возвращением. Что означает это заявление? Переход к новой фазе деоккупации Крыма и Донбасса или начало избирательной кампании? Ждут ли сами крымчане возвращения украинской власти? С чем раньше украинский президент обращался к крымчанам и как реализуются его прежние обещания относительно полуострова? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания. Итак, президент Украины в эфире Пятого канала заявил буквально следующее, цитирую. «Хочу заверить, каждый день Украина и украинцы, мы думаем про вас. Мы ценим вашу преданность Украине даже под дулами автоматов, невзирая на издевательства оккупантов. Я лично очень взволнован вашей смелостью рассказывать о любви к Украине на камеры. Я на всю жизнь запомнил, как меня в Краматорске и Мариуполе спрашивали, а вы нас не оставите, вы отсюда не уйдете? Я тогда твердо пообещал, что мы будем бороться за каждую пять нашей земли. Я решительно отбрасываю все разговоры о том, что якобы захват Крыма является уже совершенным делом. История, наоборот, учит, что аншлюсы не бывают долговечными. Крым — это Украина, он есть и будет украинским. Я обращаюсь ко всем нашим людям, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Мы изо дня в день работаем над тем, чтобы украинский флаг, украинский герб, украинская власть вернулась на все оккупированные земли. Я и вся Украина вместе с вами. Мы вас никогда не оставим. Никогда и никому не отдадим». Конец цитаты. С нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины, аналитик Украинского независимого центра политических исследований. Юлия, здравствуйте. Доброе утро. Итак, нельзя сказать, что это уж слишком неожиданное заявление Петра Порошенко. Он уже неоднократно на протяжении последних 4 лет обращался либо прямо к крымчанам, либо упоминал Крым во время своих общеукраинских выступлений. Тем не менее, особенно вот расставленные акценты: вы сохранили верность Украине, мы вас никогда не оставим. Вот по вашему мнению, это обращение было действительно в большей степени направлено на жителей оккупированных территорий, временно неподконтрольных Донбасса и Крыма? Или все-таки основная целевая аудитория этого послания — это украинцы, живущие на подконтрольной украинской территории? Я думаю, что все же основная целевая аудитория — это крымчане, потому что если вы посмотрите на результаты опроса общественного мнения, то, в общем-то, Крым занимает далеко не первое место, да, среди тех вещей, которые беспокоят жителей материковой Украины. Их интересуют более такие, да, материальные проблемы, и их интересует война на Донбассе, и поэтому я думаю, что все же это было адресовано в первую очередь жителям оккупированного Крыма, то есть это в первую очередь попытка их каким-то образом подбодрить и заверить, что Украина их не забывает. И там же также в этом обращении речь идет о том, что мы работаем, да, о том, что это ежедневная кропотливая работа, что, в общем-то, результаты ее не видны немедленно, но, тем не менее, эта работа происходит, мы продолжаем. То есть это как бы попытка убедить, как бы подбодрить, что ли, именно жителей оккупированных территорий, на мой взгляд. Хорошо. А если посмотреть вот именно с точки зрения среднего жителя этих самых оккупированных территорий, насколько, во-первых, технически
до них может дойти речь президента, потому что мы знаем, что существуют определенные трудности в распространении украинского, вернее, не украинского, а исходящего с территории подконтрольной Украине вещания, что телевизионного, что радио на занятой Российской Федерацией территории. И вот, тем не менее, то есть может ли технически этот сигнал дойти, узнают ли они о том, что говорил президент, раз уж они являются основной аудиторией. И, во-вторых, можете ли вы предположить, как такое обращение может быть воспринято? Как просто слова или, может быть, есть основания полагать, что там определенный терапевтический эффект все-таки будет иметься? Ну, я думаю, что, к сожалению, дойдет оно, скорее всего, до крымчан в каком-нибудь искаженном виде через российские СМИ, но те, которые сохраняют верность Украине, да, те, которые продолжают считать себя гражданами Украины, они, скорее всего, услышат не искаженный месседж, да, они услышат, что вот к нам пытаются обратиться, нас не забыли. То есть те, которые по отношению к Украине настроены скептически или которые настроены пророссийски, они, скорее всего, услышат тот месседж, который, тот искривленный месседж, который им будет преподносить российская пропаганда. Поверят, не поверят, я думаю, что на самом деле крымчанам на данный момент достаточно тяжело верить, как российской, так и украинской власти. Они слышали много обещаний после событий 2014 года. У очень многих осталось ощущение, что Украина их бросила, поэтому, в общем-то, восприятие, скорее всего, будет непростым, но, тем не менее, я считаю, что такие вещи, такие обращения делать надо, но они будут эффективными только в том случае, если слова будут подкреплены действиями. Ну, я не буду спрашивать вас о действиях, но все-таки еще несколько вопросов о словах. Вот это послание, которое, безусловно, услышали не только жители оккупированных территорий, но и жители материковой Украины. Плюс вы в самом начале сказали, что есть там определенный отход крымской тематики из фокуса внимания жителей материковой Украины. Насколько все-таки, если Министерство информационной политики, если Центр независимых политических исследований проводит такой мониторинг, насколько именно жители материковой Украины перестали интересоваться, скажем, там, крымским вопросом? Или таких данных у нас нет? К сожалению, мы в этом году еще, министерство в этом году еще опрос не проводило, да, то есть у нас данных нету относительно того, насколько интересуются жители материковой Украины вопросом Крыма, но в тех опросах, которые я видела, в общем-то, процент достаточно небольшой, там в пределах 5% людей называли вопрос Крыма, когда их просили назвать 3 основных приоритета на данный момент. То есть есть такое ощущение у людей, да, что сначала нужно решить какие-то такие насущные проблемы, которые есть на материке, а потом уже, собственно говоря, заниматься деоккупацией Крыма. Может ли это быть, может ли такая ситуация вокруг Крыма использоваться, это уже будет последний вопрос, может ли такая ситуация использоваться в предвыборной кампании? Или все-таки, если уж 5%, то никому из главных кандидатов на пост президента не будет интересно в это ввязываться? Я думаю, что, на самом деле, если говорить о Порошенко, то он один из немногих украинских политиков, да, и государственных деятелей, которые к теме Крыма обращаются достаточно регулярно, как внутри страны, так и за границей, да, но если говорить о том, что на данный момент можно сделать в вопросе именно деоккупации, да, то есть освобождения Крыма от оккупации, то сделать можно на самом деле действительно очень немного. То есть мы видим, что Россия проявляет агрессию по всему миру, и по большому счету весь мир пытается каким-то образом обуздать Россию, и пока что это не очень сильно удается, да, но тем не менее и украинская дипломатия работает над тем, чтобы принимались решения в международных организациях, да, и сам президент заявляет о том, что нужна деоккупация, нужно переходить к более активной фазе. Но поэтому, скорее всего, из-за того, что, в общем-то, Россия, при том, что она не является,
одним из основных мировых игроков, но все равно она является достаточно сильным игроком, и она непредсказуемый игрок. Украине сейчас в данный момент России что-то жестко противопоставить Украина практически не может, да, и поэтому Крым сейчас это не та тема, которая может быть темой победы. Она может быть темой борьбы, но не темой победы, к сожалению. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926. Если вы на полуострове 044 490 31 18. Если вы на материке, мы продолжим буквально через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Олег Саакян, украинский политолог, председатель платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр». Олег, здравствуйте. Доброе утро. Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к жителям оккупированных территорий. Два основных месседжа. Вы проявляете верность к Украине даже под дулами автоматов. И второе, мы вас не оставили, не забыли, мы работаем над вашим возвращением. Мой предыдущий спикер Юлия Коздобина полагает, что основная целевая аудитория этого выступления — это именно жители вот неподконтрольных Украине территорий в Крыму и Донбассе. А теперь поставлю тот же вопрос вам. Кто на самом деле должен был услышать слова президента в первую очередь? Те, кто находится по ту сторону линии разграничения? Или все-таки жители подконтрольной Украине территории? Ну, мое мнение, мне кажется, ключевым слушателем этого месседжа по планам банковой администрации президента как раз должен был стать житель Украины подконтрольной. Во-первых. Во-вторых, международное сообщество, поскольку жители оккупированных территорий голосовать не могут. А мы находимся все-таки уже в предвыборной гонке, когда любые заявления соизмеряются так или иначе с предвыборными позициями и с попытками улучшить свой рейтинг и найти нового избирателя. Поэтому, конечно же, тут скорее это укрепление своих позиций, попытка зайти в эту нишу переселенцев, как минимум для того, чтобы на ней не терять свои голоса. Плюс это, конечно же, укрепляет имидж перед международными коллегами, в которых таким образом президент выглядит более серьезно. В условиях борьбы рейтингов и достаточно призрачных возможностей второго срока для президента это очень важно. То есть вы полагаете, что такое обращение является одним из звеньев начавшейся фактически избирательной предвыборной кампании Петра Порошенко? Ну, для точности надо сказать, что это не первое обращение президента к жителям оккупированных территорий, и он это делает с определенной периодичностью. Но месседжи, которые были сказаны, они четко указывают на то, что снова же таки это обращение соизмеряется с его предвыборной риторикой и с теми тремя темами, которые он взял для коммуникации со своим избирателем, как то язык, армия и церковь. В данном случае мы видим, в принципе, тема деоккупации. Фактически тема армии, того, что люди держитесь на тех территориях, мы вас будем освобождать, она фактически есть краеугольным камнем этого обращения. Может ли кто-нибудь еще из кандидатов на пост президента, по крайней мере из тех, у кого есть реальные шансы хотя бы выйти во второй тур, взять на вооружение вот крымскую и донбасскую тему? Или она останется прерогативой именно президента Петра Порошенко? Ну, на самом деле, это не самый благодарный избиратель и аудитория для коммуникации, поскольку мы с вами прекрасно понимаем, люди на оккупированных территориях не голосуют, и лишь малая часть из них выйдет проголосовать. Переселенцы также не самая мотивированная часть населения с точки зрения голосования на выборах, поскольку это люди, которые заняты очень часто просто банально выживанием своим. Часто это люди, которые обижены на ситуацию. Соответственно, это не самый послушный избиратель, и
активны. Поэтому, скорее, на этой нише есть шанс только у президента потягаться, у кандидатов, которые заигрывают с пророссийской риторикой, которые могут сыграть на реваншизме и обидах части населения. А для остальных кандидатов, к сожалению, хотя, мне кажется, это неправильно с точки зрения ответственности политиков, на сегодняшний день мы видим, не особо удается и не особо проявляют желание остальные кандидаты для того, чтобы коммуницировать именно с переселенческими территориями. Хотя частично это еще случилось и от Тимошенко, частично с этой темой заигрывают все кандидаты, но системной работы, к сожалению, пока не видно. Может ли в ближайшее время ожидать нас, просто буквально там после 1 сентября, когда президент выступил, пришло 3 сентября, когда президент в эфире 112 канала заявил, что, по крайней мере, 112 передает, что будет внесено в очередной раз решение об изменении Конституции в части вот крымской автономии. Может ли нас ожидать в ближайшее время какое-то реальное движение в этом направлении, или это пока тоже остается только предвыборной риторикой? Я думаю, что в данном случае это предвыборная риторика, поскольку изменения в Конституцию, во-первых, это достаточно трудоемкий процесс, и найти поддержку в парламенте в предвыборный период достаточно сложно. То есть это связано с огромнейшей ресурсно емко. С другой стороны, внесение изменений в Конституцию в разделе автономии это очень спорная, очень сложная тема, в которой связано очень много интересов. В частности, она может быть использована для ослабления украинского государства. Ну и третье, конечно же, в целом изменения в Конституцию в предвыборный период – это несколько безответственная история, поскольку она открывает ящик Пандоры для того, чтобы производить изменения Конституции не просто уже в угоду новым президентам и в угоду политическим интересам, а фактически в рамках предвыборных кампаний. А все-таки Конституция – это основной закон, и такие изменения ее – это несколько противоречит международной традиции с точки зрения конституционализма. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Олег Саакян, украинский политолог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам на сайт, предлагайте свои темы программ. Мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Гаяна Юксель, представитель Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 1 сентября президент Петр Порошенко обращается к жителям, в том числе и Крыма, заявляет, что Крым — это Украина, что Украина не оставит эту территорию, будет бороться за возвращение жителей под украинский суверенитет. 3 сентября Петр Порошенко заявил о том, что в ближайшее время Конституционная комиссия созовет заседание для рассмотрения проекта изменений в Конституцию, которое будет касаться крымской автономии. Об этом он сообщил на встрече с лидерами фракции в Верховной Раде. Цитирую: «Отдельно хотел бы подчеркнуть по поводу проекта изменений в Конституцию, что относительно Крыма. В ближайшее время будет создана Конституционная комиссия. Наши партнеры из числа крымских татар принимают активное участие. Также приглашаю представителей всех фракций на этапе подготовки принять участие в работе Конституционной комиссии, внести свои предложения, проанализировать». Конец цитаты. Вот эти заявления, это такой элемент, я задаю этот вопрос всем моим спикерам, это такая элемент предвыборной риторики или действительно в самое ближайшее время грядут изменения в украинскую конституцию в части Крыма?
Ну, я очень надеюсь, что это не элемент предвыборной риторики, а дело, которое уже вот сейчас на данном этапе завершится практическим воплощением. Я имела возможность прослушать предыдущего оратора вашего. Значит, полностью не согласна. Принятие статуса Крыма как крымско-татарской автономии – это демонстрация зрелости Украины, демонстрация того, что Украина стала государством, признающим международные нормы и законодательство, особенно в части прав коренного народа, который проживает на территории данного государства. Поэтому, насколько я знаю, работа ведется уже давно. Результатов мы ждем. Надеемся, что они будут реализованы. 3 года назад были анонсированы работы, начало работы было анонсировано. Сейчас мы надеемся на практическое воплощение. И то, что это воплощение реализуется накануне выборов, это вот такое вот совпадение, понимаете, потому что можно было решить этот вопрос гораздо раньше, и сейчас бы мы его абсолютно не рассматривали в контексте предвыборной риторики. Но, тем не менее, получается, как получается. Все-таки мы уже в эфире радио Крым Реалии не один раз обговаривали, обсуждали и с теми представителями Меджлиса крымско-татарского народа, и активистами, и экспертами, которые принимают участие в работе. И вот все говорят приблизительно то же самое, что вот работа идет, практические результаты скоро, но пока никто не видел целостного документа, который бы там ознаменовал внесение изменений в статью 10 Конституции. И тут еще и президент приглашает поучаствовать все остальные фракции. И после того, как представители других фракций в Верховной Раде начнут, кроме его собственной, начнут вносить предложения, изменения и дополнения, не затянется ли эта работа еще на год? Или, может быть, все-таки уже в 2019 году нас будет ожидать изменения в Конституцию? Ну, вы знаете, я с вами в этом плане абсолютно согласна. Как представители Меджлиса мы принимали участие в работе рабочей группы Конституционной комиссии на начальном этапе. Когда предварительные слушания и обсуждения прошли, была создана рабочая подгруппа, которая приступила уже к конкретному внесению изменений и работой над текстом. И вот изменения, которые выработаны рабочей подгруппой, они совершенно верно вы отмечаете, они должны быть уже анонсированы, они должны быть опубликованы, представлены широкой общественности, политикам, депутатам и так далее, и так далее. Потому что это тот вопрос, который требует обсуждения. Были анонсированы принципы, на которых эти изменения, скажем так, зиждятся, да, строятся. Вот. А сам текст, совершенно верно, его нужно опубликовывать, его нужно выносить на широкое обсуждение. И мы сами и в своей внутренней среде, и всегда, когда нас спрашивают, говорим о том, что эту работу необходимо ускорить. На этапе работы рабочей подгруппы уже многие члены Меджлиса участие не принимали, работал председатель, работало несколько человек, представителей крымских татар. И мы точно так же ждем вот эти вот изменения уже, скажем так, в опубликованном виде. Не в виде принципов, которые были обговорены в медиа, обговаривалось, представлялось иностранным дипломатам и так далее, а уже в виде конкретного текста. То есть можно ожидать, что в принципе в ближайшее время хотя бы текст предложений появится. Я не говорю сейчас о голосовании в Верховной Раде. Мы очень надеемся на это, потому что мы сами точно так же его ждем. То есть рабочие варианты мы видели. И, понимаете, на рабочем этапе это же все обговаривается. Есть разные мнения, в том числе и у представителей крымско-татарского народа. Есть разные подходы, видения, суждения, но окончательный вариант, он должен быть опубликован и представлен. Я очень надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время. Дело в том, что нам очень часто задают вопрос, почему вы не популяризируете этот вопрос, почему вы его не обсуждаете, почему вы его не выносите на широкое, скажем так,
широкое поле, а потому что у нас нет основы, у нас нет вот этого документа, вот этой рамки, которая должна быть представлена. Когда она будет, уже можно с ней конкретно идти и дальше продолжать работу, уже говорить более предметно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Гаяна Юксель, представитель Меджлиса крымско-татарского народа. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему обращения Петра Порошенко к жителям оккупированных территорий. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы «Крым Реалии» вновь вернутся в эфир.